Приветствую всех телезрителей телеканала Якутия-24. Это программа «Мы вам покажем». Меня зовут Катерина Винокурова. Сегодня я хочу познакомить вас с очень интересной персоной, очень полной загадок, я бы сказала, да. Это Ксения Копырина, Ксения якутянка, которая приехала к нам из Швейцарии. Сейчас на данный момент она проживает, да. Вот, как ее туда занесло, мы сегодня как раз-таки узнаем. Ксения у нас кем только не является: юристом, путешественницей, философом, да, вы себя называете, также автором марафона «Познай себя». Вот об этом подробно мы сегодня будем говорить. Кстати, Ксения еще у нас и графолог, да? Вот на этом направлении мы сегодня подробненько так остановимся. Я думаю, каждый телезритель из себя что-то полезное возьмет. Да, Ксения? Ксения, давайте для начала познакомимся, да? Как вы пришли к тому, что занимаетесь вот всеми этими, являетесь таким человеком разносторонним, да? Спасибо. Здравствуйте всем, меня зовут Ксения, мне 36 лет, я якутянка, и сейчас, вот как Катя сказала, проживаю в Швейцарии. По профессии я являюсь юристом, и в рамках юриспруденции у нас были такие предметы, как криминалистика, криминология, и мы изучали вот графологию в том числе. Это было очень интересно, тем более я была студенткой тогда, можно было изучать различные преступления, и вот людей, которые совершают эти преступления, можно было бы даже вот с его почерка охарактеризовать и понять мотивы портрет, и так далее. Да? Интересно. Это было очень загадочно, интересно, и графология вообще является псевдонаукой, которая связывает личность человека с его почерком. И действительно, когда я позже уже начала изучать этот предмет, вот эту науку, я увидела в этом реальную связь. И вообще на данный момент я считаю, что это самый честный тест состояния человека на конкретный момент. И почерк человека отражает в себе микро и макро движения, которые человек никак не может полностью контролировать. И поэтому почерк человека отражает его сознание и подсознание. Вот. И поэтому можно очень много понять по почерку, а подпись человека является его автобиографией. Интересно. Вот. И будучи, когда я уже работала юристом, меня пригласили, хотя я сама являюсь юристом в сфере гражданских правоотношений, но так получилось, что меня пригласили экспертом по уголовному делу. И мы, значит, расписываемся в процессуальных документах. Я свою подпись ставлю, и адвокат подозреваемого меня полностью охарактеризовал по моей подписи. Это человек, которого я в первый раз в жизни видела. То есть только по подписи? Да, только по подписи. Основные характеристики меня как личности он прямо сразу на месте сказал. И мне это стало очень интересно, но на тот момент я уже вуз давно закончила и начала, так как мы вдвоем юристы, начала в этом направлении думать, интересно, как он узнал об этом и так далее. Ну, естественно, конечно, первая мысль — это графология. И вот с этого момента я начала изучать графологию поглубже. Материалов по изучению не так много, как вот сейчас, например, по психологии, по астрологии и так далее. Да? То есть это такая узкая специализация и узкие преподаватели в этом направлении. И я вот находила таких, и мне прям взахлеб читала, интересовалась, смотрела и проводила тесты. И в один день, когда я вот уже подкрепила свои знания теоретические, да, я пишу в группе, в одной группе, где я практически никого не знаю. Говорю, кому интересно, отправьте мне образцы своих почерков, я вот могу так-то, так-то. И где-то за один день я больше 30 человек, где-то 38 человек разобрала вот по подписи, составила психологический портрет, такие базовые. И совпадение было где-то
90-100%. Я считаю, что это достаточно высокий процент, и девочки, которые вот слушали, они даже переслушивают через какое-то время, через 2-3 года. Это был как раз пандемийный год. Мы все сидели по домам, и, конечно, у меня было достаточно времени, сил, энергии на то, чтобы вот достаточно глубоко изучить эту тему. Кстати, вот еще нормально то, что почерк является изменчивым. Он может меняться. Да, кстати, очень часто такое происходит. Да. И здесь факторы могут быть различные. Например, это может говорить о том, что человек сам по себе такой изменчивый. То есть, если с негативной точки зрения характеризовывать, да, то есть это у человека нет какой-то внутренней стабильности, и он может меняться под внешние обстоятельства. Подстраиваться. Да, подстраиваться. Но также вместе с тем почерк меняется, когда мы сами меняемся. То есть он не является статичным, ну, тем более сейчас такие времена, когда люди над собой работают и достигают очень довольно-таки интересных результатов для себя. И вот благодаря такой работе почерк тоже может меняться. И точно так же с помощью почерка формирования новых нейронных связей можно влиять на свою судьбу, скажем так. То есть на свое подсознание, на свое сознание можно влиять. То есть это такой очень гибкий инструмент, и я как графолог обычно даю рекомендации, например, когда вот идет что-то, вот, ну, с человеком я в контакте нахожусь, что нравится, что не нравится, и графология показывает не только все такое мимими, да, все такое, ты какая классная, вот такая вот, да, но также и другие стороны человека, ну, скажем так, немножко негативные, да, ну, не немножко, а вообще в целом негативные, то агрессия, там, например, и так далее, да, то как эти качества можно изменить с помощью почерка. И то есть, если человек сам по себе над собой работает и при этом еще подключает графологические приемы, то результаты бывают достаточно быстрыми. Я уже получала обратную связь, и меня это приятно удивляет. Я, кстати, не задумывалась перед тем, как начать съемки, да, я успела тут набросать кое-что, да? Да. И не задумывалась, кстати, что Ксения сейчас, наверное, смотрит и уже составляет про меня. Кстати, вот такой вот интересный тест мы сейчас можем провести, да? То есть мне нужно будет написать свободно, на свободную тему. Значит, очень, когда делают графологические тесты, я даю рекомендацию по тому материалу, из чего я буду считывать информацию. Да? Во-первых, должен быть лист А4, без полей, строк, клеточек и так далее. Да. И, значит, даю также задание написать именно самопроизвольный текст. Содержание для меня не имеет значения. Я даже могу не читать текст, я просто смотрю на соединение букв, на их расположение, на компоновку в целом. Вот. То есть содержательная часть вот в данном разборе, оно не имеет значения. И желательно минимум строчек 12-15, чтобы я могла увидеть в системе, да, как буквы сочетаются друг с другом. А сейчас вы, получается, также практикуете, да, как-то вот именно графологию, то есть если к вам обращаются, вы можете... Да, ко мне очень много девочек обращаются онлайн, я им также даю задание написать текст самопроизвольно на А4 и по получению уже делаю разбор. И так даже как будто бы лучше, у человека записи остаются голосовые, и он может прослушать через год. Да, даже есть... То есть навсегда, да, есть какой-то... У меня есть случаи девочек, разборы, которым я делала 3 года назад. И они уже вот сейчас переслушивают и говорят: о, только я сейчас поняла, о чем тогда была речь. А, допустим, когда мы торопимся, у нас же тоже почерк, соответственно, меняется, да? Да. Точно так же, как мы подписываем открытки, подписываем или ведем записи на работе, да, в каком-то журнале. На работе, как правило, мы являемся какие-то вот более собранные, более сфокусированные, и, соответственно, даже нажим ручки на бумагу, он такой более твердый.
более такой сконцентрированный, скажем так, более агрессивный, я бы даже так сказала, да. А когда мы подписываем открытки, мы идем на праздник, нам весело, мы желаем счастья, добра, здоровья, благополучия, да, и, конечно, у нас такое же воздушное состояние и настроение, и почерк тоже из-за этого, да, это ситуативные изменения почерка. При этом основа почерка, она все равно остается одной. Это нам так кажется, что здесь мы очень криво, непонятно, невнятно пишем, а здесь мы очень воздушно, красиво, каллиграфически пишем. Но по сути графолог в принципе видит, что это почерк одного человека. Так, в конце я ставлю подпись, да? Да. И фамилию, да? Да. Ага. Ну, значит, мы видим письмо. Такое, здесь полностью, значит, Катя писала вот прямо сейчас, здесь, во время эфира, у нее было такое задание, просто произвольный текст. Я сейчас даже не читаю содержание, но мы смотрим сразу компоновку на листе А4, как расположен у нас текст. Здесь, значит, мы видим, что, в принципе, ты заняла практически весь лист А4, при этом ты изначально не знала объем своего письма, скажем так, да. Компоновка текста на бумаге показывает нам пространственное ощущение человека. Как ты чувствуешь себя вообще вот в пространстве? Уклюжий, неуклюжий человек? Как ты себя чувствуешь в новой атмосфере, в новом пространстве, с новыми людьми? И вот насколько ты знаешь, как себя расположить именно в пространстве. И я бы тебя отнесла в целом и в общем довольно-таки ты себя свободно, спокойно чувствуешь, нету каких-то сильно зажимов и так далее, да, но при этом у нас имеются изменения в межстрочном пространстве, но и это тоже нормально, то есть ты от ситуации в зависимости где-то так располагаешь себя, но это нормально, я считаю, да. Вот, дальше мы смотрим, насколько ты быстрый человек, насколько человек быстро приступает к действиям от задуманного. То есть есть какой-то план или задача, и это нам показывает левая сторона нашего текста. Здесь мы видим, что присутствует такое вот условное поле примерно, да, и отступ, да? Да, отступ. И, значит, Катя его практически на протяжении всего текста придерживается, но вот кроме здесь, да, она чуть-чуть ушла налево. Вот. И вот это, при этом красные строки условные, они присутствуют, но совершенно в незначительном размере, вот буквально там полсантиметрика. Это говорит о том, что у человека есть своя собственная формула принятия решений по жизни и та скорость, с которой ты приступаешь к действиям. В принципе, тебе на аналитику, на сбор данных, на планирование своих действий требуется какое-то уже определенное время. Ты уже давным-давно внутри себя эту формулу отработала и по такому принципу живешь по жизни. А иногда бывает так, что у людей текст сползает вот туда. Это люди, наоборот, которые склонны к прокрастинации, так скажем. Да? То есть любят откладывать на потом, на завтра. Также мы смотрим, например, эмоциональную составляющую тебя как личности. Это у нас такие основные буквы с нижними отростками У, Д и З. У у нас показывает человека как личность, как душа, как ты относишься к своей душе, какие у тебя внутренние взаимоотношения с самой собой. Буква Д у нас показывает отношение к делам, как вы вообще эмоционально щедрый ли вы человек, какие эмоциональные поступки вы готовы делать и так далее, да. И буква З у нас отражает наши такие вот некие условные ворота в нашу душу. Это то, как ты проявляешь свои эмоции во внешний мир. Буква У, мы смотрим по тексту, здесь, значит, у нас буква У имеет очень шикарную длину, очень такой объем хороший, да, но в каких-то местах, особенно вот в слове Якутия, якутские, вот здесь У у нас сужается и такая удлиненная становится, видишь, да.
когда у нас буква У такая узкая и длинная, это говорит об адекватности человека. То есть с этим человеком можно иметь дела, договариваться о том, что мы завтра встречаемся в 3:15, и в 3:15 этот человек будет. Или этот человек не склонен обманывать, обещать завтраками кормить и так далее. Да? Буквы имеют изменения даже в одном слове. В первой части, например, такая суженная в слове, например, буду, да, там высокая концентрация У и Д, и вот все эти отростки имеют разный размер, разный объем, и это может иметь как ситуативный характер, например, вот в моменте, о чем конкретно ты пишешь, твоя душа или твое подсознание может так сужаться, съеживаться, да, потому что ты в душе, например, сомневаешься, или какие-то страхи имеются, или какие-то блоки по поводу конкретно предмета вот письма. Здесь, значит, исходя из нашей единственной буковки D, в отличие от буквы У, оно имеет более меньший объем, то я бы тебя не отнесла к эмоционально щедрым людям. По букве Z, значит, здесь у нас однозначно вот сам размер буквы, он в разы меньше, чем буква наша У, например, да, вот здесь, вот сравниваем, какой размер между буквами значительный, хотя тип букв, он примерно одинаковые отростки по логике вещей должен иметь. Это говорит о том, что в какой-то период жизни произошел у человека такой некий эмоциональный хлопок. И ввиду этого хлопка человек теперь более такой осторожный в контакте с другими людьми, не очень открытый, не душа нараспашку. Можно изменить размер этой буквы. И именно сознательно, когда мы уже выводим именно вот эти нужные нам буквы на сознательный уровень, то мы формируем новые нейронные связи. Эти нейронные связи влияют на наше подсознание, а подсознание влияет на наше сознание, а сознание, конечно же, влияет на нашу жизнь. Поэтому можно пользоваться графологическими такими советами, инструментами, которые будут менять реальную жизнь. Я сейчас расскажу, как, кстати, наши зрители могут сделать сами для себя тест спокойно. Да? Подпись человека — это его автобиография. То есть вот именно как раз история моего знакомства с графологией начиналась с моей подписи. И вот обращаем внимание на то, что подпись человека иногда содержит в себе только букву или вообще вот только фамилию. И тогда надо смотреть, откуда эта фамилия. Либо от отца, от родителей, да, от мамы или от папы, или от мужа. И когда в подписи человека присутствует только его фамилия, то здесь речь идет о несепарированности, о слиянии, что человек сам себя как личность еще не идентифицировал. Если вы хотите усилить свою позицию именно как личность, то на самое первое место я предлагаю вам поставить первую букву вашего имени. Да? И тогда вы будете самостоятельной, отдельной, полноценной личностью. Потом уже вы пишете, неважно, там, мамина фамилия, папина или, та фамилия, которую вы сейчас с собой носите, да, пишите фамилию. И еще очень важно, особенно девушкам, и мужчинам, конечно же, тоже в подписи иметь свое отчество. Когда у нас присутствует в подписи отчество, это имя от отца, то у нас сразу активируется такая вот мужская наша энергия, и мы становимся более решительными, эффективными. То есть это идет в пользу нашей обычной ежедневной жизни. И другой случай, когда наоборот в подписи отсутствует отчество, то вот такие вот некие обиды на отца, да, его убирание из вашей жизни, не очень хорошие последствия это имеет с точки зрения вот именно родовой связи. И вот с помощью присутствия всего лишь одной буквы от отчества вашего отца, то есть от имени вашего отца, вы можете получить колоссальную даже родовую поддержку.
Вот, примерная структура подписи должна быть такой, и при этом можно пририсовывать денежные мешочки и так далее. Ну, то есть там есть тоже определенные секреты, или как ваша подпись расположена, перечеркиваете вы там что-то или нет, это уже можно смотреть индивидуально. Так что можете обращаться. Да, Ксения всегда, мне кажется, онлайн в социальных сетях, да? Да. Я, кстати, хотела перейти к следующему вопросу нашему, да, о путешествиях. Вы сказали, что побывали, да, во многих странах, Да. и было такое интересное путешествие у вас в Латинскую Америку. Да, вот вообще путешествую я довольно-таки давно, с 2009 года. Наверное, за этот период я побывала на всех океанах, на многих морях, во многих больше. Вот по городам я даже не веду счет, я все время грожусь тем, что хочу составить список городов, где я была, потому что ввиду вот большого количества путешествий некоторые моменты забываются, к сожалению, да. А в странах я была где-то в 35, наверное, где-то так, примерно около 30% земного шара. Вот, и, конечно, одним из самых ключевых моих путешествий это было полугодовое путешествие по Латинской Америке, где я, кстати, познакомилась со своим будущим мужем. Мы с ним познакомились в Перу, в городе Паракас. Это было удивительное путешествие. Я путешествовала, и он путешествовал. Ну вот мы сначала подружились, и потом появились чувства, и вот мы сейчас скоро собираемся жениться. Так. Как раз по этому поводу я и нахожусь сейчас в России. В Якутии, да? Да, в России и в Якутию, конечно же, я приехала, я не могла не приехать, приехав в Россию к себе домой, к родителям, к родным. Вот. Я сейчас нахожусь на стадии оформления визы невесты, сдала свои документы и жду результата, вот поэтому путешествую уже по России сейчас. Достаточно много лет я нахожусь в поиске себя, в работе над собой, посетила куча различных тренингов, семинаров, сессий, самообразования, чтения книг, работа с психологом, с шаманами, с астрологами. В общем, полный букет. Я думаю, тем более жители Якутии это прекрасно понимают, потому что здесь это очень актуально. Здесь практически каждый человек имеет своего собственного шамана. И я, как житель Якутии, тому не исключение. В процессах думы, работы над собой записала марафон «Познай себя». Это очень простой марафон на 2 недели. Записала видеоуроки вообще очень такого классного качества. За этот продукт прям не стыдно, хорошего качества. Минут 5-15 каждый день вы можете прослушивать перед работой, по утрам, и такие различные практики и домашние задания. И вот если в моих силах помочь моим землякам или вообще в целом, неважно кому, людям вот реально познать себя, почему нет? Эти 2 недели по-любому пройдут, но с каким результатом для тебя лично они пройдут, это вот очень важно. Я на минуточку до 35 лет была одна. И тем более в Якутии это такой вот формат, когда уже начинают говорить или думать, по крайней мере, что вот тебе уже столько, да? Пора бы. Да. А когда? Да, и я вот сейчас приехала, девочкам рассказываю историю нашей соседки в Швейцарии. Она живет напротив нас. Ей где-то 74-76 лет. У нее есть бойфренд в соседнем городе, и у них отношения, и они каждый раз у них что-то, он за ней приезжает, они ездят куда-то в другой город, он за ней там ухаживает, дарит цветы, и это так красиво, это так естественно. Потом она там рассказывает, как они вот, что у них там происходит. Это очень интересно. И вот у нас, к сожалению, есть вот такое вот клеймо, что вот
за 30 ты уже как будто вот вне конкуренции. Мгм. На самом-то деле нет, это абсолютно не важно, сколько лет вам, где вы живете. Самое главное, вот реально, нам жизнь дана для того, чтобы мы познавали сами себя и жили, наконец-то, эту жизнь, а не чужими ограничениями, установками, кто что подумает, кто что скажет. Ой, не представляете, как рада я, Ксения, познакомиться с вами. Спасибо вам сегодня за такой супер интересный разговор. Я для себя тоже что-то новое открыла. И спасибо, что даете надежду, такой свежий взгляд сегодня, да, появился в нашей программе на обыденности, какие-то вещи, да, в которых мы каждый день живем, варимся, да. И, конечно, я вас поздравляю с предстоящим событием. Спасибо. Пусть у вас обязательно все будет хорошо, и продолжайте дарить свои знания другим людям по всему миру. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. На этом наша программа подходит к концу. Я очень надеюсь, что вы для себя много полезного сегодня подчеркнули, открыли. Увидимся на телеканале Якутия 24.